Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: в судный день, в этот сложный, тяжкий день, в который каждый из нас надеется найти выход, в судный день люди, пребывавшие в дунье в здравии и благополучии, будут желать, чтобы их до этого разрезали ножницами. Те, кого в дунье не постигали сложные испытания, и он боялся этих испытаний и бед, у него начался кашель, и он уже страдает. В судный день он будет мечтать, если бы в дунье его тело заживо резали по кусочкам. Почему? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: в судный день люди, которые жили в благополучии, пожелают, чтобы их тела в этом мире резали бы ножницами, когда они увидят, какое положение перед Аллахом заняли те, кто страдал в дунье. Это высокое положение, высокая степень, и они будут желать его и скажут: о, если бы нас постигло испытание, и мы бы проявляли терпение, чтобы получить то же, что и этот страдающий. Любимые братья, когда приходит беда, знай, что первое, что желает Аллах, когда испытывает тебя, это напоминание тебе о величии Аллаха. Поэтому в некоторых хадисах приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: воистину Аллах испытывает раба, и он испытывает его только для того, чтобы услышать его голос. Аллах любит тебя, о тот, кого постигло несчастье. Он хочет, чтобы ты сказал: Господи, исцели меня. Господи, дай мне здоровье. О Господь мой, не оставляй меня. О Господь, я нуждаюсь в Тебе. Аллах хочет услышать твой голос, поэтому Он и испытывал тебя. Воистину Аллах испытывает раба только для того, чтобы услышать его голос. Когда же раб скажет: о Господь, Аллах ответит: да, раб мой, я перед тобой и счастлив исполнить твою просьбу. Да, раб мой, я перед тобой. Знаете ли вы, что первое, что хочет Аллах, субханаху ва тааля, в твоем испытании? Когда у тебя проблемы со здоровьем, с деньгами, проблемы с детьми, женой и любимыми для тебя людьми, знай, что самое первое из того, что Он хочет от тебя, чтобы ты отвлекся на своего Господа и поднял руки, взывая к Аллаху. Что касается того далекого от Аллаха человека, Аллах просто не хочет его. Поэтому он живет счастливой, полноценной жизнью. Он и здоров, живет в благоденствии, он богат. Аллах его никогда не испытывает, потому что Аллах, субханаху ва тааля, ненавидит его голос и не хочет, чтобы он говорил: о Господь. Возможно, шайтан приходит к нам, и нам хочется стать как те люди и сказать: Господи, сделай нас как они, не испытывай нас. Клянусь Аллахом, то испытание, которое было ниспослано тебе, лучше для тебя, чем то, чтобы ты стал как они. Воистину Аллах, субханаху ва тааля, выбрал тебя и испытал. Он проверяет тебя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: воистину, если Аллах полюбит каких-то людей, Он испытывает их. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: если Аллах полюбит какого-то раба, Он испытывает его, то есть насылает на него какую-то беду, которая касается его самого, его семьи и так далее. Радуйся и знай, что Аллах хочет, чтобы ты вернулся к Нему. Подними свои руки в мольбе, делай много дуа.